Я тоску по артели, как пулю под сердцем ношу. Рвутся птицы на север, лишь я никуда не спешу. Их весна позвала, и ускорили птицы полет. Что за дивная сила весной нас на север влечет? Белые грезы белых ночей, катит по золоту светлый ручей, падает золото мне на ладонь. Золото, золото, душу не тронь. Уже начинает сниться у меня такой симптом о том, что мне нужно ехать. Всегда был каждый год. Это начинал сниться Байкал. Фильм видел у озера? Нет, не видел. Видел, да, очень фильм, кстати. Помнишь, вот где там этот Шукшин останавливает машину, вот там такой серпантин такой, и, значит, и ждет ее автобус, когда автобус ее поймет. Не помню. Не Саров, да. В общем, такая есть одно место, это уже вот южная конечность Байкала. И вот оно, как начинает мне сниться, я знаю, что мне надо уезжать. Все, уже ничего, я ничего не буду делать. Я уезжаю. Я однажды проснусь, ветры выйдут навстречу, как братья. И на карте своей сердце выберу путь. И Туманова номер наберу, и скажу, чуть волнуясь: собираешь артель? Обо мне, старина, не забудь. Знаменитые тумановские артели. Сегодня кажется почти невероятным. Как на протяжении десятков лет в условиях всеподавляющего тоталитарного режима могла существовать и развиваться по своим собственным законам эта особая форма человеческого общежития – старательская артель. Именно артель была, пожалуй, тем единственным оазисом в нашей социалистической экономике, где все эти годы формировалась новая генерация людей – свободных, предприимчивых, умеющих добиваться своего в любом деле. К середине 80-х старатели под руководством Вадима Ивановича Туманова стали столь мощной силой, что организирующей системе понадобилось решение на самом высоком уровне для того, чтобы закрыть передовую в то время артель Печору. Слава Богу, что на дворе наступили другие времена, и на месте распущенной Печоры очень скоро появились десятки новых артелей, предприятий, кооперативов, которые возглавили люди, работавшие с Тумановым. Показательно, что среди тумановских старателей необычайно много людей состоявшихся в самых разных сферах человеческой деятельности. Нам представляется, что судьба хотя бы некоторых из них заслуживает отдельного рассказа. Если бы так работали, как старатели, вся страна, мы бы сейчас были очень богатая страна. По-настоящему богатая. Ведь у нас, мы уже говорили, все есть. У нас ресурсы такие, которыми не располагает ни одна страна в мире. У нас много прекрасных, умных людей. Но поскольку все время этих людей давили, душили и в какой-то степени отучили работать. Вот к чему сейчас привело. 6-я часть планеты ищет хлеб. Сейчас такие самые большие кооперативы в стране, их больше десятка, они почти все созданы вот нашим кооперативом, нашим. Это начиная Колыма, Якутия, Алдан, Приморье, Бодайбо, Свердловск и вот... Значит, а чистое золото, получается, вы отдали где-то 31 год, да? Вот из 56-го взять 56-й, ну, в общем, 87-й. Да. И добыто 30 тонн золота. Что вот ребята, которые прошли со мной, и сколько мы раз вот чуть не разбивались на самолетах, на вертолетах, тонули, переворачивали. Вот все эти парни, которые тот же Панчохин, которого сейчас нет, вот Кочнев, Кущаев, многие другие. И, в общем, конечно, если в какой-то степени вы считаете, что Манчинский хороший писатель, то это только благодаря вот... Нет, ну а что? В общем, да, между прочим.
последний день Печоры. Вот нас уже разогнали все. Ну вот вообще просто интересно посмотреть на этих людей. Чего они пропадут даже при любом режиме? Это все старатели. Это все старатели, значит. Ну, вот этот сегодня работает у Зимина, это у Вадима Ивановича, Миша Алексеев самостоятельный. Ну, на лице Значит, туманного оптимизма. А что он? А что мы потеряли? Подумаешь, это страна потеряла, а не мы. Это страна потеряла нас. Леонид Васильевич, у вас фотографии в коробках. Это вы куда-то их отправляете? Да. Куда? А вот Если не секрет. не секрет, их клуб Высоцкого собирается их возить на выставки там. И в Советском Союзе, и в другие страны. Да. Значит, ну, тут вот это интересное, очень характерные рожи для старателей, так сказать. Вот. И очень, ну вот, такое независимое поведение. Ну, где ты увидишь на одной выставке, ой, вернее, этих самых, Буровой, приди посмотреть, там они все какие-то скорченные, все какие-то, здесь уверенные в себе люди, расслабленные. Вот сидит маркшейдер, вот сидит бульдозерист, а вот белые простыни, которые, так сказать, себе люди стирают, потому что не желают. Приезжайте сегодня на Буровую и посмотрите, где белые простыни себе, так сказать, люди готовят. Я посмотрел выставку, которая дореволюционная выставка, в которой показывали людей, которые вот до революции, а потом после революции. И вот любопытная ситуация. Там не надо ничего, там даже подписей, по-моему, нету никаких. В Манеже она была, в Москве. Там, ну, не надо объяснять, что с нами произошло. Значит, идешь и смотришь, такие очень благополучные лица, какая-то вот внутренняя уверенность, самостоятельность, значит, благопристойность. Все это отражается на лице. И вдруг, мгновенно, революция. Все оскаленное, все нацеленное, все куда-то так. И продолжение уже все. А потом вырождение. То есть, ну нельзя на таких эмоциях продолжать, так сказать, ну нельзя постоянно убивать, нельзя постоянно, так сказать, грабить, нельзя ничего. Ну, а тут это, вот только эти эмоции могли продолжиться, потому что у основания стояли люди как раз, так сказать, вот, греховные. А грех это, в общем, что такое грех? Грех это попадание мимо цели, в дословном переводе, так сказать. То есть люди не попали в цель, и они греховны. А в это был какой-то свой микромир? Да. А здесь, и что было, что нужно вот понять, почему все-таки так. Все, вот вся система, которая находилась вне артели, она была нацелена на то, чтобы подавить артель, раздавить, чтобы этого не было, или ограбить, это все равно подавление, так сказать. Или, то есть, причем были усилия таковы, что артели приходилось то сжиматься, то разжиматься. Она пульсировала, она находилась все время в рабочем состоянии, независимо ни от чего. Так же, как вот, допустим, Вадим Иванович, он все время был в рабочем состоянии, и все его окружение. И как кто-то выходил из этого рабочего состояния, допустим, там выпил, это уже не то рабочее состояние, это опасность для артели, опасность для коллектива, опасность, что это повлияет, в первую, допустим, на экономические какие-то, так сказать, условия артели, потому что этот человек не может выполнить сегодня свою норму и завязанные с ним, так сказать, все дела связаны, то есть он уже выпадал из этого. И поэтому вот здесь Вадим Иванович, почему я перед ним преклоняюсь, потому что он работал на очень простых истинах. Он, ну, скажем так, не очень много читающий человек, но художественно очень одаренная натура, он очень талантливый актер. Значит, и поэтому выражения он находил такие, которые, ну, человека потрясали. Даже, допустим, там какого-то такого полууголовного элемента, который у нас, их было достаточно в артели, они у нас работали и не нарушали уголовный кодекс. Значит, он ему говорит: ну что такое, животное, посмотри на себя. Ну вылил ты в требуху этой гадости. Сколько ты ее вылил? Тот ему, значит, говорит. Он говорит: ну и что теперь? Ты хоть проблевался? Он говорит: нет, зачем ты ее там держишь? Представляешь себе? Вот. Я хочу вот привести такой пример, когда однажды здесь в Ухте, ну вот это, скажем так, артельская элита, ну это обычно снабженцы, там еще что-то такое, ну то есть вот люди с юга обычно это делают. Значит, ну там Одесса, еще что-то такое. Значит, вот приехали и привезли с собой вот местных шлюх. Значит, на машинах, на артельских, на все такое прочее. Значит, ну,
А Вадим Иванович, он говорил сразу: так, ребята, я вам сразу, берите палку и бейте тех и других. Ну, естественно, этого он не говорил в прямом смысле слова, так сказать, ну, просто так. И вот в связи с тем, что, так сказать, я в то время был заведующий базой, я говорю, это из личной практики просто. Я подхожу, там все люди по званию, они меня, так сказать, ну, по иерархии, так сказать, они стоят по этой лестнице выше. Я говорю, так, через 10 минут, чтобы этой мерзости здесь не было на базе, значит, ну, потому что там, естественно, будет и пьянка, и все это на глазах рабочих, рабочие видят. Значит, поэтому, и это, ребята, и больше мы ни о чем говорить не будем. Ну как же так? Тут сразу подскакиваешь, что ты себе позволяешь, как так можно? Я говорю, ну все, 2 минуты уже прошло. И садятся в машины, уезжают, все в порядке. Значит, потом единственное, что Вадим Иванович об этом не знал. То есть нужно, наверное, знать нужно время, нужно знать, наверное, так сказать, меру, нужно это не это, каким-то образом, так сказать, чтобы это не... Ну как будет рабочий, если, допустим, кто-то приехал, это все. И как он потом будет работать? Непонятно совершенно. Как он будет относиться к этому человеку, если они получают один и тот же трудодень, а тот еще, помимо всего прочего, коэффициент. Понимаете, какое дело? Другое дело, когда эти вопросы решаются, допустим, поймать там за ухо какого-нибудь партийного чиновника, значит, чтобы он напился, они никогда не пьют. Они до того пьют состояние, в котором вообще им угодно пребывать. Вот. Это другое дело. И решить какой-то вопрос. Потому что иного метода решить вопрос просто нету. Ну, то есть, вот можно сказать, что, да, вот, так сказать, вот какие-то, ну, скажем, складывались условия человеческих взаимоотношений, человеческого существования, и артель пыталась все это отвоевать, все это отстоять. Конечно, да? конечно. Так и почему? Это было ощущение избранности какой-то, да? Зачем было нам воевать, вернее, зачем было нам бы с ними воевать, если бы они жили тоже так же, как и мы? Ну скажи, зачем? То есть работали бы нормально, и все. Все было так, как нужно. Поэтому, вот, допустим, у нас приехал прокурор, напился, вышел и начал мочиться возле бани. Ну, мы были вынуждены подойти и сказать: собирайся, животное, и уезжай отсюда. Причем сказать так, чтобы слышали эти рабочие, потому что иначе-то нельзя. Как же они к этому отнесутся, так сказать? Выходит, мы этого прокурора тут покупаем, так сказать, пытаемся, потому что вот поэтому мы перед ним и лебезим, значит, мы виноваты. Правильно? Так же оно получается? Ну все, чешите отсюда. А вот это, наберися, старатели. Вот они. А вот смотрите, вот видите, какой домик? Спрашивается, ну кто бы, кому нужны вот эти узоры, кому нужна эта резьба, кому нужно это, ну кому это нужно? Это им нужно, вот больше... Конечно, ну кому это нужно? Это им нужно. Конечно, ну что вы, тут вообще ничего рядом нет. У нас вот моет на мониторе, значит, а в 200 метрах проходит, или вот, посмотрите этого петуха, медведица, петушак. Причем кто-то не поленился, утром вырезал, вернее, ночью вырезал, утром повесил, все вышли, всем весело. Вот на барак, на накатную крышу. Ну, спрашивается, откуда это все? По-моему, 3 или 4 ходки. И когда он пришел, то первое, что он сделал, выйдя из зоны, он напился. И представляешь, я захожу, сидит человек на корточках в коридоре, уже кончено совершенно. Ну, естественно, первая реакция, иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Это уже кооператив, он уже кооператив, да? Все. Нет, в жизни он не то, что вступил, просто вот как пьяным, мы же вообще не терпели этих пьяных, так сказать. Вообще понятия не имели, это что такое иметь у себя на территории. Вот. Ну и тут, ну, короче, его бросили в комнату, чтобы не бросили человека, не выкинешь же его совсем на улицу. Когда на следующее утро он приходит забирать эту трудовую. Я посмотрел на его, ну и по ему видно, что он сейчас уйдет и через 2 дня опять туда же. Ну, это за отделом кадром, по-моему, да, насколько я помню? Кто? Да вы, так сказать... Да, начальник отдела кадров. И тогда мы, значит, он говорит, ну что мне делать?
что, иди работай. И он вдруг неожиданно ожил и стал работать просто замечательно. Понимаешь? И все-таки вот этот вот паренек мне все-таки он прикипел как-то. Одного-то я выгнал сразу, там одного, второго выгнал сразу, не задумываясь, потому что это такая накипь, что, ну, то есть они сами себя обмануть способны. А здесь вот что-то такое раскрывалось, и он там, и еще там был. Тоже, кстати, один был резчик хороший, и художник тоже. Ну, я его выгнал. Он такой подловатый по натуре. Пусть он без задержки, я ему говорил, 16-я камера приведет Сысоева. 16-я. Не надо. Да, заходите. Здравствуйте. Садитесь. Я когда вас уйду, пришлю человек, номер телефона, консультирую, скажу, что если будут какие-то вопросы, значит, я здесь рядом, что если я нужен буду. У меня к тебе будет один тогда вопрос. Если уйдешь в зону, значит, вот будем делать вот ту выставку, которая была по Володе, по Высоцку. Значит, мы тогда у художника, который сейчас у нас художником парень, помнишь, он при тебе начал работать, нет? Нет, не при тебе, с тебя. Вот у нас сейчас художник есть, так парень. Мы возьмем его полотна. Придешь в зону, я вот разговаривал, значит, сказали, что там это все будет зависеть от того, кто, ну кто, хозяин. Значит, если тебе разрешат, сделай, допустим, только на полотне, ты, она, 2-3 полотна сделай, рамки сам вырежи. И мы их будем экспонировать, возить, вот сейчас они поедут, может, в Штаты поедут. Костя, давай, ты себя спасай все-таки, спасай себя. Закодируйся. Не можешь? А здесь, собственно, не нужно. А в зоне не кодируют? Нет. А может попробовать в зоне? Они там и ни к чему, собственно. На 10 лет. Как ни к чему? Что ты мне хочешь сказать, что в зоне нет Бухалова? Ну, почему там? Ну, если даже раз в месяц. Ну, не надо это, Костя. Тебе не надо совсем. Ты давай спасай и себя, и свой талант спасай. Может, еще все образуется. Ну, даст Бог образуется, я попрошу, чтобы за тебя помолились, потому что по моему сердцу и по моей душе не шибко я не верю в твою вину. Костя, скажите, вы давно в кооперативе «Северный» работаете? Работали, точнее. С момента освобождения. Это с февраля месяца 89-го года. Они мне дали вызов в лагере на особый режим. Почему? Потому что там, собственно, ехать мне было и некуда. И пригласили они меня работать. У них общежитие, все как надо, собственно. Питание и заработки приличные. Ну вот я знаю, Леонид Васильевич очень небезразлично к вам относится, Манчинский. А в вашей жизни что этот человек?
Этот человек, который, можно сказать, рядом находился постоянно со мной, сколько мог. Ну, можно сказать, благодаря ему я и держался в какой-то степени. Ну, а потом, видите, этот человек, собственно, способен видеть в людях людей, или как там еще выразиться. Ну, то есть он сам жил, можно сказать, еще с золота сурова, людьми постоянно. То есть видел, все это находилось на его глазах. Допустим, никто не видел того, что видел он, там ни председатель, ни зам, никто. Ну, человек, который ближе всех находился к рабочим. И приходил, по крайней мере, много кому и на выручку. Способен был подсказать и все. Поддержать все-таки. Работать по 12 часов не каждый выдержит. Ну, как-то морально хотя бы. Поддержку дать. Сколько чудес за туманами кроется, не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит троицу. Глупо опять поворачивать вспять. Выучи намертво, не забывай и повторяй, как заклинание, не потеряй веру в тумане, да и себя не потеряй. Было когда-то, тревожили беды нас, многих туман укрывал от врагов. Нынче туман, не нужна твоя преданность, хватит тайгу запирать на засов. Выучи намертво, не забывай и повторяй, как заклинание, не потеряй веру в тумане, да и себя не потеряй. Тайной покрыта, молчанием сколота, заколдовала природа шаман. Черное золото, белое золото, сторож седой укрывает туман. Только ты выучи, не забывай и повторяй, как заклинание, не потеряй веру в тумане, да и себя не потеряй. Что же выходит, и пробовать нечего, перед туманом ничто человек, но от тепла человечьего даже туман поднимается вверх. Выучи, вызубри, не забывай и повторяй, как заклинание, не потеряй веру в тумане, да и себя не потеряй, не потеряй. Высоцкий здесь автограф? Да, автограф дает героя соцтруда. Как стоит? Ага, ну как герой. Ну он хороший, кстати. Ну, тут вообще, вот тех, которые были тут неприличные люди на фотографиях, мы их просто взяли и отрезали. Вообще добрый человек-то был. Добрый человек, а если было там никаких... Когда он приезжал, он просто жил с вами, так сказать, общался? Да. Он жил потом, вот когда в Иркутске, он там у меня жил. На участке вот он жил. По участкам его возили, он там бодайбо был. И по участкам на вертолете летали. Очень хорошо к нему отнеслись, хотя, так сказать, команда, по-моему, была такая, что к нему шибко хорошо не относиться. Ильич, ну, я, насколько знаю, вы занимались литературным творчеством, немножко пытались с Высоцким. Да, маленько пытались. Да. Ну, маленько пытались. Так, может, что-то получится. Напечатано? Не, еще пока нигде ничего нет. Ну, даст Бог, может, напечатать. Если не секрет, повесть, рассказ, роман, поэма. Роман, это должен быть сценарий. Но сценарий не получился, потому что, во-первых, я... Сценарий фильма? Да. Так что... Ну, об этом лучше не говорить. Это такое дело прошлое, дела давно минувших дней.
Я тем более. Хася опять, ну что это такое? Чайник кипит. Ну мы его сейчас выдернем. Ну, Хася, ну возьмите его себя в руки. Ну что, Хася? Леонид Васильевич, а сами вы как познакомились с Тумановым, как в квартире пришли? Значит, Кстати, как вы сами попали? Да. это было так. Ну, я там немножко уже, что-то заинтересовали меня артели. Я работал уже в «Огоньке». И, Ну, уже ваш огонек, да? да. Значит, ну я такой свободный, я и попросил, чтобы мне дали свободный режим. Они, в общем, пошли навстречу. В общем, мне... Сафроновск. Да, Сафроновском, да, «Огоньке». Да, он меня так прижимал к стенке животом, руками, говорил: о, сибиряк наш, молодец. Вот. Как-то я был всего на одной леточке, там забавная очень леточка была. Она такое напомнила мне. Я не знаю, не был никогда на свидании политбюро, но это было что-то похоже, я больше не ходил. Они там, ну, так расточали друг другу комплименты, и это было очень интересно. Но, в общем, я маленько у них работал, я уже перед этим работал в агентстве «Печать новости». Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что с Вадимом Ивановичем получилось так, он приехал, и парень был Толя Тюркин, вот тут есть на фотографиях мы с ним. Он говорит: вот хочешь, я тебя познакомлю вот с таким интересным человеком, все такое прочее. Я говорю: ну я-то вообще не возражаю, всегда знакомиться с интересными людьми. Захочет ли он? Он говорит: да, он хочет. Я ему уже говорил, он уже хочет. И я с ним повстречался. Он такой произвел впечатление на меня приятно. Он много матерился. А вам сколько лет? Кулаками махал. Ну, это я уже был в возрасте, мне уже было, сейчас скажу, мне уже было где-то 37 вот. Вот. И он это... Нет, больше мне, меньше было, мне было где-то 33. Да, 33. Не случайно? Да. Так. Значит, так было. И он, значит, это... И он говорит: бросай ты это, приходи к нам работать. Ну, поговорили, на том все кончилось. Потом я что-то написал о старателях. Однажды приехал в Москву, он меня нашел, приехал в гостиницу, я ему стал ныть по поводу того, что вот должен был ехать там в Америку, меня, значит, оттолкнули, там должен был куда-то еще ехать. Какие-то творческие командировки, да? Ну да, меня там, я напечатался, они даже меня пригласили, меня не пустили. Вот, и, в общем, я ему, ну, вдруг он соскакивает и говорит: Лень, знаешь что, значит, я сейчас скажу, нам возьмут билеты, и завтра мы с тобой улетаем в Бодайбо. Ну, так все. Значит, возвращаясь к Володе, ну, конечно, это талант такой, что я даже не знаю, с чем вообще можно это и сравнивать. Дело другое. Мы вообще все страдаем потерей памяти. Дело в том, что вот творчество его попало, особенно сразу после его смерти, может быть, не сразу как раз, нет, когда он, вот у нас тут начали что-то перестраивать, хотели, значит, оно попало вообще в руки не совсем таких людей, которые стали эксплуатировать его, ну, недобросовестно, можно сказать. И, естественно, они вызвали реакцию, то есть все стало гениальным у него. А у него совершенно, ну, такая, ну, допустим, проза просто слабая. Вот. Ну, а стихи, конечно, есть просто гениальные стихи. Ну, это опять-таки субъективная точка зрения. Вот. И потом мы и забыли еще другое. За кем мы шли столько лет? Кого мы слушали столько лет? Кто вел вообще эту огромную, так сказать, беспризорную страну, и эту огромную человеческую массу?
Кто вел? Почему вот мы не испытываем чувство благодарности к человеку, который нас объединил в нашем коммунистическом горе? Это дочь моя, это дочь. Это, ага, это он ее, значит, разбудил и говорит, мы уже улетали с ним утром, он ее, видишь, она сонная. Он ее разбудил, он ее подруга звал. Разбудил, говорит, Ленка, давай сфотографируй меня с подругой. Че? Люба. Люба Аня. Это она его все уговорила, говорит, дядя Володя, ну что вы поете, ну спойте, пожалуйста, хоть один раз. Опять с меня сбежала последняя электричка. Когда Высоцкий умер, я написал, так, под впечатлением этого знакомства, и немножко так, вспомнив, что он мне говорил, какие темы мы беседовали, я написал о нем статью. Ну, она, надо сказать, такого больше литературоведческого характера. То есть я проанализировал его стиль, там, в общем, особенности его творчества и, ну, делал такой вывод, что это очень крупное явление в нашем искусстве. И почему именно это вот так. И вот эта статья, она как-то... Это же давно было, в 80-м году, номер. Значит, она тоже здесь, конечно, не была напечатана, в то время это невозможно было, но попала, кажется, к Марине Владе, очень понравилась. В общем, многие говорят, что это одна из лучших статей, написанных о Высоцком. Ее много раз читали по всяким голосам. Особенно в юбилей, вот или в июле, когда у него смерть Высоцкого, 24, кажется, июля. Или в день рождения зимой. Ну и Манчинский, вот где-то находясь там в Сибири или, может быть, в Ухте даже он уже в это время был, он это услышал по радио. И на него тоже это произвело такое какое-то впечатление хорошее. И он стал разыскивать этого человека, который так вот хорошо написал о Высоцком. А почему его это заинтересовало? Потому что он очень был близким другом Высоцкого. Он и Вадим Туманов, они просто, может быть, даже входили. Сейчас ведь, знаете, ну, не сейчас, а особенно вот там вскоре после смерти, масса людей называли себя друзьями и даже лучшими друзьями Высоцкого. На самом деле их было у него очень немного, настоящих друзей. Среди них был вот и Леня Манчинский, и Вадим Туманов. И он стал меня разыскивать по этому поводу. Значит, дозвонился до меня, пригласил в Ухту, в этот кооператив «Северный», с тем, чтобы показать эту фотовыставку, которую он там устроил. Потом она ездила по Союзу. Вот артель Печора это. И там в Ухте, когда уже мы познакомились, вот посмотрели эту выставку, мне оставалось там еще дня два до отъезда. Ну, а Манчинский должен был ходить на работу. Он меня оставил у себя в комнате с собачкой, с этой своей яктерьером. Нет, тогда был Хан еще, этот муж ее, старший. Хаси еще тогда не было. И как-то, уходя на работу, он очень так застенчив, даже, ну, колеблясь, как бы. Сказал: Виктор Николаевич, знаете, вот я тут вот наковырял кое-чего, вот, может быть, вы как-то посмотрели бы, вот у вас, если будет время сегодня. И положил мне на стол довольно объемистую, знаете, это на машинке напечатанную рукопись, причем очень слепая, какой-то вариант, наверное, 5-й или 6-й. Поэтому у меня уже, знаете, выработался такой аллергия, какой-то страх какой-то. Когда человек так, ну, вроде, совсем другая специальность, ничего, и кладет такую рукопись и говорит: вот я тут накорябал, вот, может быть, вы почитаете. Это, конечно, наводит уныние всегда, то есть в первый момент. Но, с другой стороны, закон гостеприимства он выполнил, а я должен, значит, тоже как-то отплатить ему за это гостеприимство. И вот когда он ушел, я, ну, можно сказать, там, ругая тот день и час, когда я поехал в Ухту, не зная, что меня ждет такое испытание, я открыл эту рукопись, вот, и начал читать первую страницу. И вот пока я не прочел последнюю страницу, я уже не мог ни пить, ни есть, там, ни отрываться, ни разговаривать с собакой, вообще ни бриться, ни мыться, ничего. Вот.
Это было какое-то чудо. Просто вот как, откуда в этом захолустье, в этом, значит, таежном поселке человек, который никак до этого не проявлял своей, ну, что ли, такой литературной образованности или там блеска какого-то. Как он мог написать такую вот замечательную вещь, которую действительно, я считаю, можно отнести к лучшим образцам современной прозы нашей. Это журнал русско-патриотического направления, который издавался с 80-го года таким замечательным русским патриотом, живущим в Германии, Олегом Антоновичем Красовским. А с 89-го года, ну, пользуясь нашей гласностью, Красовский решил открыть еще и московскую редакцию с целью вскрывать новые пласты авторов российских, внести проблематику для нас актуальную. И вот так получилось, что мы с ним сговорились, и я стал, когда я был в Германии, мы с ним, значит, там встретились, увиделись, и я стал московским редактором этого независимого альманаха. В.Н. Тростников. Да, В.Н. Тростников. Ну вот дыхание непосредственно нашей жизни, оно стало более ощутимым, когда возникла московская редакция. Потому что пришли люди, Вещи сейчас получил такую, ну, рекламу, можно сказать. Вот по Всесоюзному радио была передача по первой программе. Часовая передача об этом журнале была. И вот как раз в этой передаче читали отрывки из романа Манчинского «Прощенное воскресенье». А роман этот мы напечатали первыми. То есть он увидел свет в печатном таком гутенберговском виде. Он увидел свет впервые, этот роман Манчинского, в нашем же вот этом альманахе «Вечер». Но моментально нашлись люди, которые оценили это. И вот в частности в литературной учебе как бы сразу сделали заявку, вот как на золотых приисках. Вот забили кол, что мы его будем печатать. И уже как-то вот так джентльменски договорились, что вот вы даете прежде всего нам, а потом куда хотите. Ну вот и они это выполнили. Они, хотя журнал, как вы знаете, готовится заранее, там за полгода примерно, но они просто как по зеленой улице дали эту вещь, и она сейчас вышла, вот как вы мне сказали, уже полностью, значит, в первом и втором номере в разбивку на две такие порции. Ну, так что дай Бог ему здоровья сейчас и творческих успехов, потому что это не каждому даны такие способности. А если учесть, что Манчинский глубокий, очень пламенный, так вот, как это говорят, немножко это стандартное, но действительно пламенный, горящий русский патриот, человек, который, для которого самое важное — это будущее России, ее люди, ее судьба. Ведь «Прощенное воскресенье» именно об этом книга. «Прощенное воскресенье», конечно, эта книга, вообще, я думаю, что вот такие крупные писатели, они вообще только на одну тему пишут, чтобы там, какие бы там герои не фигурировали. Ведь «Прощенное воскресенье» — это как бы разгром наоборот. Я имею в виду разгром Фадеева. Почему я это вот так особенно считаю, ну, вот мне приходит это в голову? Потому что я из того поколения, мне 62 года сейчас, я из того поколения, которое воспитывалось на разгроме. А что такое разгром? Это описание процесса установления советской власти, в частности колхозов там или коммун, на Дальнем Востоке, в Сибири. И нас воспитали вот этой художественной вещью, которая написана с определенным мастерством, конечно, писателем, вот, не настоящим профессионалом, но которая наполнена ложью, потому что там этот процесс показан, он подан именно так, как требовала эта идеология. Так вот, роман Манчинского «Прощенное воскресенье», он еще чем ценен для нас? Что он описывает вот этот процесс коллективизации, он описывает его правдиво, так как он был на самом деле шел. И в этом смысле он отменяет вот эту фальшивку, разгром, на который воспитывались поколения людей. Я надеюсь, что следующее поколение наших детей уже будут читать об этом времени не Фадеева, а будут читать Манчинского. И будут, ведь художественная правда, она высшая правда, она выше любой другой правды.
Можно 100 раз написать публицистическую статью, это ни до кого не дойдет. Все равно не... Но когда это художественно дано, человек как бы сам это все пережил. И он уже впитывает в себя это. И вот эта правда о коллективизации, она, конечно, очень важный, очень такой существенный момент этого романа «Прощенное воскресенье». Вот чем еще он отличается от романа «Антипода. Разгром», что в романе «Антиподе. Разгром» присутствует ненависть, присутствует вот то, что называли так классовой ненавистью. Значит, там белые это, значит, мразь, там мерзавцы, там гады, сволочи, там, значит, эксплуататоры, а красные замечательные, хорошие и так далее. Так вот, у Манчинского такого нету, конечно. Вот у него даже главный герой этого романа «Прощенное воскресенье» — это заблудший русский человек. Ну, может быть, больше плохой, чем хороший, но это во всяком народе есть весь спектр. Но это не черный какой-то такой, одной черной краской нарисован. В нем есть какие-то и человечность какая-то, в нем есть любовь. Вот он любит, конечно, свою жену очень своеобразно, любит сына своего. Он смелый человек. И он в некотором смысле идейный. То есть он верит в ту идею, которую ему как-то удалось подсунуть. В покаянии есть невозвращение к этому, есть извлечение уроков из своих грехов. А что касается отношения, скажем, к тем людям, которые устанавливали коллективизацию, то надо искать в этих людях все равно человеческие черты и понять, почему они на это соблазнились. Вот все. И не соблазняться нам больше, потому что это все урок, кроме того. Ну, конечно, вот это прощение, оно не доходит, я думаю, у Леонида Васильевича, до все прощения, потому что вот благородный гнев у него есть. И гнев по отношению к тем людям, которые сейчас продолжают это делать. Вот смотрите, как мы выживали. 100 градусов. Видите, руки все скрюченные и все такое прочее. Вот так и выживали, кормили свиней. Прекрасное питание. Значит, все. Ну вот выживали вот самостоятельно. Все было свое. И если бы в то время бы от нас отделился Советский Союз, мы бы выжили еще так, еще. Поэтому вот я не понимаю, что... Сейчас, минутку, что... Сейчас, минутку, заходи, кто там? Ага, заходи, Раша, заходи. О, ребят, вот еще, сейчас, вот, это любопытно. Так, я сейчас возьму прибор. Ага, возьми прибор. Юр, заходи. Тут мы сейчас с ним... Ты на кого лаешь? Ай-яй-яй-яй-яй, это же... Заходи, Юра. Значит, это мы тут снимаем эту самую 17 мгновений 18 эту серию. Значит, я вам что хочу сказать. Вот, послушай меня, Сереж. Отвлекись, пожалуйста. Это все там не столь важно. Вот я тебе хочу сказать. Вот, человек у вас живет из плеяды вот тех самых русских докторов, интеллигентов, о которых писал Булгаков. Ну, то есть, да, я тебе говорил, да, помнишь, да? Вот как раз, вот я тебе хочу сказать. Ты понимаешь, какое дело? Вот то, что вообще в России, вот и возвращаясь, то, что в России есть, и то, что не пропало, и возвращаясь к тому вопросу об отделении, значит, если бы мы в то время отделились, конечно, или Россия бы нас сочла возможным отделиться, то что, наверное, мы бы сегодня жили бы точно так же, как в Америке. Нужно. Вот создали мы эту, так сказать, площадную эту демократию, значит, и поняли, что это плохо. Ну, нужен какой-то отрезок времени, конечно, мы там побегали. Вот. Но в это время, как мне кажется, люди вообще должна какая-то категория людей сидеть и заниматься совершенно четким, определенным делом. Ну что это они выперлись туда вот, там сколько, миллион там их, или что им делать нечего, что ли? Идите и занимайтесь собой. Идите и занимайтесь собой вопреки существующей, так сказать, системе. Тогда будет все нормально. Никто же этим не занимается. А почему? Потому что легче на площадь выбежать. А вот если вот если, допустим, как поступили шахтеры, так сказать, вот они не вышли на работу,
Это уже какое-то, так сказать, действие. Аж почему оно направлено против всех? Ну, естественно, лучше пройти какой-то период, пережить, так сказать, и перетерпеть какой-то период, но заставить эту систему работать, чтобы осыпалось с нее все, что вот нам не нужно. Ну, в первую очередь, конечно, все должно осыпаться. А потом уже все построится. Ну, а построиться будет медленно, естественно. Этого не избежать. Я это могу утверждать с полным основанием по одной простой причине. Вот 20 последних лет я работаю вот в таких коллективах, которые, по угасающей это идет, к сожалению, которые, так сказать, вообще не пользовались со стороны системы никаким положительным вниманием. Однако жили, хорошо питались, хорошо одевались. Все это было очень такое тонкое состояние, потому что не было того запаса, вот, допустим, я о себе могу сказать, так сказать, уже не покривив душой, на 1002 книжки, 2000 на книжке, как вот сказать, что я человек богатый, нет же, этого не скажешь. Хотя, так сказать, вот, достаточно обеспеченный, там, машина, дача, квартира, дети вроде бы ничего, ухоженные, так сказать. Но так же нельзя, ведь отработав в таких условиях, вы сами вот все эти условия видите, отработав в таких условиях, человек должен, 20 лет отработал, он уже должен себя обеспечить и своих детей. Это неверно, конечно, все. Или вот, опять возвращаясь к врачу, прекрасный врач, который, так сказать, в любой стране, то есть он, как врач, он бы мог в любой стране иметь прекрасную практику. Причем с его отношением это был бы, он сразу бы выделился, значит, с его знаниями, насколько мне известно, так сказать, вот от его коллег. Он бы сразу выделился, он бы имел прекрасную практику. И все было бы у него замечательно. А у него все неопределенно, все неопределенно. Потому что он должен думать не только, значит, о себе, а он должен думать о том, как ему прокормиться и все такое. Вот на этом все завязано, вот на таких мелочах. Хотя это, конечно, не мелочь. А если бы он думал только о себе, и каждый из нас бы думал только о себе, а потом уже о родине, да, все было бы в порядке. То есть сейчас неизбежно пойдем к этому, да? Неизбежно. Конечно. Если мы к этому не пойдем, значит, мы уйдем в никуда. Что такое, опять возвращаясь к артели, что такое артель? Значит, каждому была предоставлена возможность выделиться. Каждому. И в то же время все работали вместе. Никто ж не разбегался, не хватался ни за что, допустим. Почему у каждого лежали деньги, там, 3000, 4000? Это не легенда, да, что тумбочка лежит, там, 3000 рублей, так сказать, свободно совершенно, без всяких замков. Да какая легенда? О чем ты говоришь? Какая легенда? Лежали совершенно спокойно. Потому что сегодня, понимаешь, вот ситуация какая? Значит, совершенно спокойное отношение к крысам. То есть, людей назвать нельзя, что вот в таком катастрофическом положении есть люди, которые, допустим, там отвинчивают стекло, может с машины снять, там, так сказать, или прийти, лампочку в подъезде, значит, может забраться, значит, в квартиру к рабочему, у которого там масса детей, так сказать, истощить, он где-то там купил себе магнитофон, еще что-то такое, или еще там где-то. Это в такой период, когда вот это происходит, это крысы, просто крысы. И давать им какое-то другое название, человек, сбившийся с пути, или еще как-то, это нельзя. Вот когда будет к ним отношение как к крысам, тогда, значит, и общество как-то всколыхнется для того, чтобы отвечать вот на их вызов. А их скоро станет просто больше. И станет просто больше.
Ну а где та сила, которая, так сказать, помогла бы нам действительно? Ну почему? Видишь, ты опять? Ты опять туда же. Сегодня мы говорим такую вещь. Вот я, это грех, конечно, говорю, может, не то, что следовало бы мне говорить как христианину, но я скажу, мы сегодня говорим такую вещь. Вот церковь, да, церковь, это хорошо. Но надо деток вести. Вот в школу пришли, да, хорошо, это все хорошо. Но вдруг начинается выпадание, пьяный священник. Значит, или священник прелюбодей, значит, или еще что-то. Понимаете, то есть начинается то же самое. Вот есть такой Зенон, иконописец, конечно, века. Вот, я не... Так вот он говорит, это не очень хорошо, что вот сегодня, так сказать, такое отношение к церкви. Мы, конечно, знали, что иерархи наши, они там связаны с какими-то там органами, там еще что-то такое. Вот, ну, как-то это все равно, кто бы он ни был, если он, так сказать, священник, то через него это проводник, Господь через него, так сказать, вещает. У меня сын монах, разве он бы мог вообще... А в каком монастыре? Он в Курском. Вода здесь целебная, так что от всех болезней, и духовных, и телесных. Осторожно, здесь они работают. Самое страшное, он горд был, что он стоит перед Богом и не молится о покаянии, не молится о прощении, а лишь осуждает мытаря и совершенно забыл о Боге. И тогда Бог не принял его молитву, потому что это была молитва не от чистого сердца, а это была лишь молитва, что мы называем фарисейская молитва. А мытарь, который даже не мог поднять головы, он был принят Богом, потому что он молился от чистого сердца. Вот такую притчу рассказал Иисус Христос. Почему фарисей был осужден? Похвалялся. Похвалялся. А как он похвалялся? Я молюсь, Да. я хожу в церковь, я молюсь. А нам надо как молиться? Чтобы не хвастаться вот так, Так. а молиться. Когда я смотрел, будучи юношей, вот на ту борьбу, которую вел Туманов за существование артели, то, что вел Леонид Васильевич, то в те времена, конечно, очень такие сложные и неоднозначные, нельзя их так вот как-то обозначить одним словом. Но в те времена мне казалось, что это был некий такой, ну, духовный центр созидания какого-то нового человека. Несомненно, это и повлияло и на меня. Очень сильное впечатление в юности это оставило. Прощенное воскресенье появилось из монашеской жизни, когда монахи-подвижники, уходя,
на свои незримые подвиги в Великом посту. Они оставляли монастырь, и они не знали, доживут ли они до светлого Христового воскресения. Они не знали, сподобит ли их Господь еще собраться вместе после уединенной молитвы, после духовного делания, после такого 40-дневного духовного путешествия, которым является Великий пост. И вот они прощались друг с другом, они просили прощения за все, что может быть словом, делом, но просили они прощения именно для того, чтобы, когда встретятся они уже не в этой жизни, а когда они встретятся тем, что мы называем загробная жизнь, за земной чертой, и встретясь, они могли вот духовно быть опять вместе. И вот это вот, с одной стороны, такой трогательный мотив прощения и глубокого примирения, он, конечно, коренится в воскресенье. Вы совершенно правильно сказали, что для того, чтобы нам воскреснуть, нам нужно вместе со Христом умереть для всякого греха. А наше умирание греху, оно, конечно, лежит через покаяние. И причем через покаяние в истинном смысле. Ведь покаяние – это перемена всего существования, перемена всей внутренней жизни человека. Когда человек не просто говорит, что он, да, вот согрешил, он и называет этот грех. Когда он просит у Господа, чтобы Господь даровал ему силы, чтобы больше не грешить, чтобы уже не повторять этот грех. И для этого он настраивает себя на духовную брань, на невидимую духовную брань. И для России, наверное, сейчас покаяние просто необходимо. Мы должны покаяться, причем покаяться каждый из людей, живущих сейчас в России, ни в коем случае не кивая головой на другого человека, ни в коем случае не пытаясь сказать, что вот да, вот эта часть общества или этот человек плохой, а вот мы-то вот хорошие. Это не будет покаянием. Сейчас пытаются делать покаяние за счет других, начинает каяться и обвиняет во всем какую-то определенную часть. Но ведь если мы все живем в одной России, в нашей отчизне, то мы все ответственны за нее. И поэтому лучше начать с самого себя, прежде чем говорить о ком-то другом. Тем более, кто дал нам право судить кого-либо? Ведь Господь судит и сердце человеческое, потому что Он наш Творец, Он наш промыслитель, и мы ответственны прежде всего пред Ним. И я думаю, что название вот романа «Прощенное воскресенье» действительно сочетание прощенное, воскресенье, простить для того, чтобы воскреснуть.